защищать абхазская власть. В лице исполнительной власти. МИД, СГБ. Мы, так скажем, таким образом, да, что мы создавали, да, ветераны, я имею в виду нас всех ветеранов, создавали это государство именно для того, чтобы оно защищало наши интересы. Понимаете? И без поддержки абхазского государства я не могу защищать свои интересы в Российской Федерации. Не могу. У меня нету таких ни сил, ни возможности этого делать. А для чего мы воевали, для чего мы создавали государство, если каждый из нас должен свои интересы самостоятельно защищать? А что должен делать МИД в это время? Что должно делать СГБ в это, если не защищать своих ветеранов? Что они должны делать? Прятаться от, значит, этой ситуации? Если нам скажут, что есть какие-то обвинения в нашу сторону, которые может Россия предъявить, если у нас были бы взаимоотношения с Россией, я хотел бы обратить на это внимание, что в присланном нам извещении говорится исключительно о событиях, которые происходят в Абхазии. И нам, так и было там написано, предъявляется за то, что произошло в Абхазии, напряженность Российской Федерации. Поэтому, если абхазская власть, которая должна свою принципиальную позицию по этому поводу не выскажет, то это становится совершенно бесполезным. Почему я и не обращаюсь в суд? Потому что все претензии к нам, они на уровне абхазской власти. Территориально все происходит в нашей республике. И поэтому я считаю, без того, что наша власть признает те события, которые были, как сделала российская власть, она это сделала устами очень высокопоставленных чиновников, Сергеем Кириенко и Александром Новиком, да? Они сказали о том, что соглашение не учитывало интересы абхазского бизнеса, то есть это была абхазской власти, то есть абхазских граждан. Это было подчеркнуто, что следующее соглашение должно учитывать интересы абхазского народа и абхазского населения. Это очень четко было сказано. То есть